Благодаря Кайходжи Джабор я сейчас нахожусь в большой лиге в ACA. Вот скажи, пожалуйста, что не хватает Даладману Чупонову, что он до сих пор не чемпион Лиги ACA? Почему у нас до сих пор нет вообще титула Лиги ACA ни у кого? در России, допустим, Россия представляет меня Тоджикира фромош наменем Тоджикора. Бачой Тоджик, Барумат Кнан, а Тоджикистан не адига давлат. Вахте ки дига давлата представляет калите Тоджики намерава. Таму Тоджики просто. Короче говоря, дермадан дата комментариях хород навистан ки типа Россия представляет меня. Моем джа ухинуни, джара мехри, сумаем, джа кормени зарплата, джа мигри. У нас очень достойный народ, очень достойные болельщики. Охе мард буши, хели наменевси мард, маш намене буад стройка бре, я гапой да уджа хундагим ки буварки. И гарен задевать меня мура, бахдо задевать меня. Нахуя обычный удами, як он чемпион и возьминись, подруя трах хуратки надо, где тухры мигра. Даладман, я знаю, что ты раньше занимался дзюдо. Что пошло не так, что ты ушел в ММА? Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня сенсационный день. Мы находимся на ACA Awards. Уже почти год, как Adachi Авто является главным и надежным партнером освещения ММА в России и СНГ на ресурсах Бахридин Джолов Official. И за это время ребята зарекомендовали себя как успешного партнера. Друзья, я как основатель этой компании могу с уверенностью сказать то, что Adachi Авто лидирует по ценникам по всей России. Так что, друзья, подписываемся, ставим лайки на все видео, которые я закидываю, и забираем свой автомобиль за наличку или же под выкуп. Спортивно-информационный канал Бахридин Джолов Official рекомендует вам покупать и продавать автомобили вместе с успешным компанией Adachi Авто. Спасибо. Друзья, все помните это эмоциональное видео, на котором одевают парик на лысых мужчин? Насколько ухоженные и красивые волосы меняют облик человека. У некоторых из них идут слезы. Я вам предлагаю прямо сейчас сделать пересадку волос, чтобы потом не жалеть, как эти мужчины. Клиника Огузмед поможет вам и вашим близким сделать пересадку волос. Обратитесь от моего имени и получите 20% скидку. Подробная информация по номеру телефона или в описании под этим видео. Даладман, ассаламу алейкум. Мегемта. Вот главный вопрос, как у тебя сейчас дела? Как прошел Рамадан? Как настроение? И чем ты сейчас на данный момент живешь? Чем? Алейкум ассалам, Бахридин, алейкум ассалам всем. Живу как и все обычные спортсмены. Тренируюсь. В Рамадане делал одни тренировки, так как тяжело было. Я похудел на 4-5 килограмм. Поэтому сейчас чуть-чуть надо набрать, хотя бы пару килограмм, потому что сильно, слишком похудеть тоже нельзя, а то придется в 61 идти. Такие дела, короче. Кстати, Даладман, я знаю, что ты сейчас тренируешь, ты начал тренерскую карьеру, ты тренируешь малышей. Вот, расскажи про это. Я тренирую уже немало лет, даже уже года, наверное, 3-4. И у меня нормально есть ребята достаточно уже. Ребята 16-17 лет, 18 лет, 20 лет здесь. Призеры мира есть уже. Уже есть кандидат мастера спорта 3. Потихоньку, короче, укрепляем себя. Будущую команду набираем. Когда я закончу, уже здесь своя команда будет. У меня уже свой название, логотип есть свой. Тем Чупонов. Поэтому, короче, потихоньку уже команду собираю. Тим Чупонов, бойцовский клуб Акбар, да? Ну, бойцовский клуб Акбар, это который я представляю, и этот клуб, который я в 2021, по-моему, или 2020 году мы начали, получается, работать с этим клубом. Меня подписали туда, и в ИСЕ меня подписали сразу же. Благодаря Кайходжи Джабор, благодаря его я сейчас нахожусь в большой лиге в ACA. Получается, так как в этой лиге нужно быть всегда готовым и готовиться как профессионалы, ездить на сборы, тратить деньги, сам понимаешь как. Вот. Благодаря вот этим людям я нахожусь в ACA и выступаю. Я знаю, это немало средств и возможностей, а отдельная благодарность нашему старшему брату, руководителю клуба Акбар, Акайходжи Джабору. Вот, выражаем, конечно, в первую очередь. Кстати, и Лои Каджал в этом клубе. И также большую благодарность моему менеджеру Амардину, который подписал меня и
по сей день работает и договаривается с Асланбеком насчет боев. Даладман, вот первый вопрос, который я тебе задам. Какие планы у тебя? Кто следующий твой оппонент? Вот, и вообще, сколько лет ты еще видишь себя в лиге ACA и вообще в ММА? В ММА вообще не знаю, пока чемпионом не стану, наверное, лиги. Вот так. Пока есть, вот опыт уже набирается, все везде уже минусы убираем, сейчас уже только вперед. Я думаю, что когда я подписался, опыта мало было. И вот потихоньку уже с боями расту, с годами. Где-то что-то, ошибки были. Сейчас все уже запоминаем, убираем эти ошибки. Самое главное, это весогонка была. Сейчас весогонку тоже убрали, нормально уже. С этим проблем нет. Ну, честно, не знаю, еще года 3, наверное. Еще года 3 выступлю. Даладман, то есть у тебя амбиции чемпионские, да? Вот скажи, пожалуйста, что не хватает Даладману Чупонову, что он до сих пор не чемпион лиги ACA? Ну, во-первых, не всегда получается проводить 3 боя в год, так как я когда начинал, я так и проводил. Я за 2 года провел 6 боев, что ли, где-то вот. И потом травма меня остановила, у меня же травмы были. Потом руку сломал, вот травма останавливает в основном. А так, если честно, вот после последнего боя у меня все было хорошо. Я не знаю, почему я попросил бой дать мне на следующий карт, ну, в категории выше. Ну, не знаю, не дали бой, значит, так нужно было. И вот, получается, был перерыв такой небольшой. У меня была травма небольшой на колено правой. Бой отменился из-за того, что у меня колено было травмировано, я не восстановился так, как надо было. Поэтому у меня были поражения из-за вот этих моментов. Я выходил на замену, я не смотрел ни на что, выходил. Первый самый бой у меня было, если честно, в ACA, у меня было ребро треснуто. Я выходил, так как думал, ну, шанса не будет. Поэтому вот самый первый бой у меня был вот это и урок. То есть я выходил с травмой драться, поэтому я не хотел вот так. Помню, Поэтому и в Краснодаре, такой. да, с бойцом из Армении. Да, вот этот Осипян. Я выходил, получается, с треснутое ребро и дрался. И при всем уважении к нему я был удивлен, когда ты ему проиграл. Потом, вот, кстати, кто не помнит, кто такой Осипян, это парень, который дрался за титул Лиги Хардкор в 12-тысячном арене. Я тоже там был против Карима Мадрахимова за титул Лиги Хардкор, где Карим в 5-раундовом бою передышал его и победил. Да, вот этот парень. Я уже реваншировать хотел. Я после него 3 победы подряд сделал в ACA, и из них 2 досрочно было. И я уже хотел реванш с ним, почему-то его не было уже. Я говорю, ладно, мы дальше идем. Не ответил на мой вопрос. Скажи, пожалуйста, почему у нас до сих пор нет вообще титула Лиги ACA ни у кого, у бойцов из Таджикистана? С чем это связано? Это зависит все от команды. Должна быть команда хорошая, чтобы мы друг друга помогали. А у нас на самом деле мы с разных команд, и, сам знаешь, 2 бойца оттуда, 1 оттуда. Если мы в Таджикистане 2 раза в год сделаем сбор, всех бойцов наших соберем, я уверен, что мы состав сделаем хороший сбор. Так как мы земляки, мы можем друг другу помочь в этом. А в Москву идешь, и иногда бывает, спарринг-партнера не могу находить. Приходится искать. Вот Муиби есть, допустим, потом, ну, Мухаммад Денислав есть. Еще вот приходится искать. Потому что Слушай, команды нету, тяжело расти, команды нету. У каждого из нас. У меня нету, допустим, у Дороба нету. Ну, самая единственная команда у Байонова есть, вот они могут хорошо состав собрать и сделать. Вот это причина самая большая. поэтому получается, что 3 раза уже ребята команды Раджабали Байонова уже выходят в финальную часть, дерутся за титул, да, там, но, к сожалению, не выигрывают. А остальные даже не приблизились. Приблизиться может. Анис есть у нас молодой заряженный, как и все видели. Он из команды Вот, Байонова. он может стать чемпионом, потому что он растет, с годами набирает, но ему нужно определиться, в каком весе. Поэтому он растет, он большой становится день в день. Он может в 61 даже перейти хорошо выступить. Вот он может, допустим, еще растет молодой, кто у нас? Ну, его брат растет. Муиб есть хороший боец. Муиб у нас такой перспективный. Хафиз есть, у нас все есть. Просто потихоньку нужно это. Потихоньку, я думаю. Вот будет ты чемпион. отметил Муиба. Сегодня я с ним разговаривал.
у него травма там с коленом, блин, что-то происходит. Почему у вас постоянно с этими крестообразными постоянно у всех бойцов проблемы? С чем это связано? Это от того, что проход делаем много, отрабатываем проход, и в любое время может вылететь колено или подскользнуться. Это вообще любой момент. Вот если ты помнишь, у меня два раза я снялся с боя. Вот из-за чего я не провожу часто боев. Если ты помнишь, я должен был драться с бразильцем за 10 дней, ну, на вольной борьбе. Там скользко было сильно. Проход ноги сделал, поскользнулся, упал и связки растянул. И у меня опухла нога, я 2 дня не мог ходить. Если ты помнишь, бразилец был, как его, Карлос, не как, Помню. какой-то бразилец. И он, получается, за 10 дней, я 1,5 месяца готовился, за 10 дней травмировался и уехал домой. Вот, получается, минус бой. Потом вернулся через 2 месяца, 3 месяца. Потом подрался с бойцом из Узбекистана. Вот так и мне бои, вот видишь, тянулись. Если я часто дрался, возможно, я уже был бы повыше на рейтинге. Вот. А кто следующий твой оппонент? С кем ты хочешь вообще выступить? Кого ты видишь своим следующим оппонентом напротив себя? Следующий оппонент. Вопрос, почему в рейтинге меня не было? Я не знаю, почему у меня нет рейтинга. Ну, это к этому Из-за мы того, что, наверное, сейчас к этому придем. да, К этому да. сейчас придем, да, Маш. И Мы к этому сейчас Я придем. хочу, Давай. я хочу подраться с бойцом из рейтинга уже. Ну, 10, 8, 7, там, без разницы, любой Мгм. из местных вот этих рейтингов хочу подраться с бойцом. Допустим, у меня был недавно пост выложил какой-то группа Аптиби Мирзаев и Чупонов. И я его выложил у себя, говорю, хороший вариант. Он, по-моему, 9 номер сейчас, или 8, Мгм. 9. Хороший вариант подраться, и как раз он очень опытный, у него где-то, наверное, 8 боев где-то в лиге. Тоже, у меня тоже немало, уже 7 боев я провел, поэтому у меня есть борьба, есть грэпплинг, у него тоже есть грэпплинг, есть борьба. Поэтому хороший бой был бы с Аптиби Мирзаевым проводить. Я уже тоже к себе взял на заметку. И он тоже взял, выложил к себе. Я, принимая вызов, сказал, ну, так как я просто предложил после его победной серии провести бой, он принял, я тоже говорю, хорошо, как уважительно мы друг друга предложили, и мы согласились, только ждем от организации, вот от Асланбека и от нового президента. Первый вопрос от Искандара Мамадалиева. До балла поборешься со мной? Ай, хорош. Он сейчас на хорошем хайпе. Да, кстати, На он хорошем красавчик, хайпе. на хорошем, на очень хорошем хайпе. До балла нет, до сдачи, да. У меня грэпплинг неплохой. Скажу, с любым весом могу бороться. Примерно до 85. Ну, до 8. До сдачи могу бороться. До сдачи. Бал А ты с это ним, мы же невольники. Мы же бойцы ММА, поэтому до сдачи. а ты с ним вообще боролся? Мы тренировались с ним, да, давно тренировались. Он хороший парень, я когда в Махачкалу приезжаю, он меня встречает, домой зовет на плов. Он вообще достойный парень, я уважаю его. Я знаю, что он далеко пойдет, потому что он очень-очень прям такого уровня пошел в Дагестан. И прям с годами он прям, ну, не проводил пару лет боев, я помню его. И Мгм. он набрал, и сейчас в хорошем пиковой форме. Тоже травма был какой-то, он восстановил уже плечо, по-моему, да, операции. И я желаю ему удачи, он прям хорошо стартанул в этом году. Поэтому я ему желаю удачи, и когда в Махачкалу приедем, обязательно поборемся. Почему тебя убрали из топа рейтинга? С чем это связано? Это связано с тем, что, наверное, я не дрался уже 6 месяцев, наверное, 5 месяцев, наверное, из-за этого. И один бой отмена было, а тот, кто со мной должен был драться, он уже в топ-15 вошел, там, он не был в рейтинге вообще. И, то есть, если я его победил бы, оказывается, ну, я не знаю, я, наверное, на своем месте был бы. Если бы, ну, мы с ним не дрались из-за этого, наверное, потому что он уже провел за это промежуток времени 3 боя, либо 4, 3, по-моему, боя. У меня чуть задержка была, из-за этого, наверное, убрали. Я не знаю, это причина, надо задать этим президент Федерации Лиги и вот этим старшим братьям. Короче, матчмейкером. Да, и чтобы мне вернуться, я и говорю, чтобы укрепиться, я хочу свыше в бой. Я постоянно это говорю, что я хочу драться с лучшими. То есть с 10, 8, 9 номер, вот 8, 7 с рейтинга. Я вот это и хочу.
Не хочешь ли ты выступить против соперника Хафиза? Вот как его звали? Кстати, он тебе тоже бросал вызов. Нет, я честно не знаю, я не хочу, честно, с ним драться. Мне уже он у меня в друзьях есть, а мне зачем с ним драться? Я же всегда говорю, я хочу не ниже себя рейтинга смотреть, а выше. Выше, то есть я уже просил Асламбеку, что дайте мне с высшего рейтинга. На тот момент у нас рейтинг был другой. Я был в 10-м, там был 7-й, 8-й номер. Апти был, потом бразилец был 7-й номер. И так как у них был бои, я говорю, тогда подожду, когда они закончат свои бои. А он уже с Исламом подрался. Не Ислам, а с Алиханом. Он проиграл, наверное, его не дадут. Мне дадут Аптия, потому что он победил, и я победил последний бой. И я хочу, получается, с ним бой провести. И я хочу проверить свои силы с таким опытным, достойным бойцом, как Аптиби Мирзаев. Поэтому или выше там бразилец какой еще есть. Есть, ну, есть ребята знакомые очень, появились в рейтинге. Махарбек, это тоже новые появились. Я ему писал, говорю, ты мое место занял, он смеется. Почему некоторые наши бойцы не выбирают лигу ACA? Допустим, вот тот же Муиб Гулобов, тот же, так скажем, Доробшон Аботов. Потому что я знаю, что для лиги они интересны, вот эти спортсмены. Вот. С чем это связано? Как ты думаешь? Как ты считаешь, это хорошо или плохо? Или какие-то, может, планы их знаешь? Я Доробшо знаю с самых начала, потому что он со мной начинал здесь. У каждых вот этих бойцов есть свои планы. Вот, например, у Самандара был план попасть в UFC. Это хорошо, это вообще нормально, потому что каждый выбирает себе лигу. Не всем же в UFC. Поэтому и Доробшо тоже хочет в UFC попасть. Он сейчас проведет в каких-нибудь организациях пару боев. И, иншаллах, я думаю, он будет в UFC. Что не хватило Доробшо для того, чтобы победить в Road to UFC? Доробшо, у него все было хорошо, все прям выносливо, все, он готовился. Но здесь не хватило, я скажу так, тренера рядом, большого человека, который между боями сразу начнет редактировать его бой, так как он первый раунд начал бороться, второй раунд можно было в стойке работать чуть-чуть, и в третий раунд тоже можно было в стойке концовки забирать. Вот я думаю так, поэтому, потому что он сразу начал бороться, он думал, что, возможно, это он чуть потерялся, когда ему попали в ногу. Это место самое больное. Если ты помнишь, я дрался в Лиге GFC с Гиргишем Рамазановым. Он мне в первом раунде, он в первом раунде мне сломал вот эта кость, которая есть. Он мне сломал его в первом раунде его. У меня нога прям почувствовал, что он мне попал. Если был, не был, не помню я. Ты был, по-моему, там. И он мне сломал вот эту малоберцовую кость. Он мне сломал, и я реально почувствовал, что у меня что-то с ногой. Дальше уже не пошло. То же самое с Доробом. Он ему попал, он видел вот это травмированное место, и он попадал. Все, Дороб не мог проходить, потому что нога уже отбита. Дадман, следующий вопрос. Хочу вернуться к теме Хафиза Сакибекова. Что не хватило Хафизу Сакибекову победить в крайнем бою? Что ему помешало? То есть раскрыться, да, там? Что пошло не так у него? Здесь все решила борьба. Только борьба. Защита, бывает, он попадал хорошо и ноги забывал. Он же пропускал вот только из-за этого, честно. Пару моментов было. Бой хорошо шел, прям равный бой был. Прям, даже были такие равные прям. Третий раунд он додал и проиграл, я думаю, из-за этого. Из-за того, что пропустил ногу и падал. Сам видел, проход ноги пропускал. Не хватило борьбы, скажу. Контроль борьбы, контроль, то есть ноги прошли, оттянулся, контр сделать. Со мной это не получилось с этим парнем, потому что я валят, я встаю всегда. Я борюсь с хорошими борцами, тяжелыми борцами, даже 80-ки. Я встаю, я не лежу в партере, потому что у меня база борьба. Я люблю вставать, когда валят. Вот этого не хватало ему. А так это придет к нему, я это уверен. Он хороший боец, он растет. Я желаю ему удачи, чтобы он скорее всего вернулся на победную серию. И в Москву, если приедем, обязательно поработаем вместе. Дадман, я знаю, что ты раньше занимался дзюдо. Ты был дзюдоистом.
Что пошло не так, что ты ушел в ММА? Если честно, я боролся хорошо, я набирал очень хорошую борьбу. Ну, не помешало, то есть, как помешало? Гражданства не было, я ездил на турнирах, на всероссийских, на всяких, ну, область вот максимум. Там выступал везде, не хватило, ну, гражданства не было. Вот самая большая причина гражданства. Вот мы перешел, выступал в разных ну, турнирах, ну и потом возможность появилась, сделали гражданство. Все хорошо. Мгм. Сейчас есть гражданство. Теперь ты выступаешь за Россию, да, насколько я знаю? Выступаю за Россию, выступаю на любительских за Россию, да, на всяких международных. Я выступал на международных за Россию. Я выступал на чемпионат мира по универсальному бою. Я на международных выступал. Сейчас, если где-то еще будет возможность, выступлю. Да, я здесь живу, это где я вырос, где я живу. Поэтому я даже в боях представляю вот, там через раз. Я представлял Россию. Ну, по очереди, короче. Один там, один тут. Чтобы не обидеть никого. Она мощности дзюдоист Махмадбек Махмадбеков. Она не бисёриҳо, а 5% где-то, 5-6% гапои ниҳоят беспонтовый расво, типа там ватанфурӯш, и гапои безеб, да, агар естественно. 5% бисёр не бачо. 5% ё 3% ай 100%. Медонем ки 95% аудиторияи ма алҳамдулиллоҳ бачаҳои достойнианд. Ана як хато накунем, 1000 каса ма худам блок кардагим, кадом ҳақорат нест, ма блок кардагим дар YouTube, это однозначно. Вот, ты как, ты чиқи қабул мекунӣ? Мисоли гап бачаҳои тоҷик баромад кунанд аз Тоҷикистон нев аз дигар давлатҳо. Бародаро бояд бифаҳме ки возможность, вообще сар кардаги спорта мо ами Россияем. Вообще лично худам. Барои шумо бояд бифаҳме ки мо ҳаминҷа калон ждем, значит мо ҳаминҷаро представлять кунем бояд. Не ки иҷа калон жди, баъд дар охир иҷара парто, иқа бародар, иқа тренер, иқа, например, губернатор, министр, ҳамаш мешиносанд мора, допустим, и через кадом вақте ки мегзарем флаги Тоҷикистонро мегирем, не ки ҳама вақт ҳаминҷа зиндагӣ менем. И вообще хатое, кори хатое, ки иҷара мо дар ҳаминҷа зиндагӣ менем, бо флаги Тоҷикистонро мебурем, дар ҳамаҷо Тоҷикистон ба пеш, ягон гап намегем барои Россия, и хатогиай. Барои мо вақте дар иҷа зиндагӣ менем, бояд ҳаминҷаро представлять кунем, ҳеҷ кор наменем. Мо дар любой ҷо бошем, дар Россияем, допустим, Россияро представлять менем, мо тоҷикиро фаромӯш наменем, ки тоҷикоро фақат мегем, ки ягон гапи тоҷикӣ, допустим. Барои мо бародаро менависед, шумо значит камакак хафои аями пешравӣ. Ай пешравӣ вообще хафои, ҳамаи чиз хафои. Барои чи? Барои намефаҳмед шумо. Намефаҳмед, значит шумо машқ кардагӣ нестед, дар спорт набуде. Вложений вообще ами страна мора кардагия, любительский, допустим. Вообще ами сар кардам спорта, ҳаминҷа сар кардем. Ами залои ҳаминҷа, тренерои ҳаминҷа. Барои мо раҳмати калон ами тренерое ки мора айнул боло бурданд. Барои мо ами Махмадбеков, Махмадбеков футгариш ози Саудские Аравии представлять мене, ягон чи безебӣ нест иҷа. Иҷа возможность финансовый. Допустим, финансовый уҷа соза, значит ҳамҷаро представлять мене, не ки Тоҷикистонам фаромӯш намене. Вақте ки дигар давлата представлять кардед, тоҷикӣ намерава. Таму тоҷикӣ просто представлять мене, не ки зато возможность ҳаст зиндагӣ пеш мерава, суми соз метиҳанд. Тоҷикистон шава возможность Тоҷикистонро представлять. Ози ман, например, допустим, Тоҷикистонро представлять дорум. Барои чи? Барои спонсорҳо тоҷикон, акое ки ҳастанд, ама тоҷикои ёрдам менанд. Вақте любительский надоштем хеле возможность. Ами фақат расон мекардам федератсия, союзи ма институси. Барои мо бачаҳо бифаҳмем мора ягон кори безебиш нест. Просто положение иҷа нигаҳ кардан дар кора, зиндагиро пеш бурдан. Ям хеле короче гапи безеб нанависед, дар комментариҳо ҳақорат накунед. Дар ёдам аст ки Дорошон Аботов чемпионат Европаро бурид, не ки Россияро представлять мекард. Дар ёддорӣ 2017 буд, чун ҳақорат кардан, дар тай комментария дар омадан ҳақорат кардан. Охи хелта медрӯи ҳақорат менӣ, ты одама намедунӣ, а якҷо сар кардааст вообще. Допустим, падар модари ты, короче говорят, дар омадан дар тай комментарияш ҳақорат навистанд, ки типа ты Россияро представлять мене. Россия, охир Россия мора ҳамин нол хезундаге, значит мо бояд представлять кунем Россияро. Баъд хай болота ки рафтем, возможност савай Тоҷикистон ёрдам кунад ягон спонсоро, Тоҷикистонро представлять менем. Барои чи? Барои ки мо ҳаминҷа охир нуни ҳаминҷаро мехӯрӣ, сума ҳаминҷа кор менӣ, зарплата ҳаминҷа мегирӣ. Барои мо бифаҳмем мора бародаро, ҳақорат нанависед лишни.
ягон чиз нафаҳмидагӣ бошед дар дуруни сообщение бдурӣ бинависӣ моро мо ҷавоб метиҳем не ки дар комментария хеле гапҳои безед дар таи суратҳо нанависӣ и кори хатоай ям хеле да бародаро бифаҳмем моро. Ты недавно, наш брат Мухаммаджон Наимов тоже поднимал этот вопрос. Я очень люблю и уважаю Мухаммаджона. Я считаю, что он один из таких топовых бойцов, один из топовых бойцов в твоем весе в том числе. Вот интересно выслушать твое мнение по поводу этого и по поводу спортивного составляющего Мухаммаджона Наимова. Это по поводу чего? По поводу, имеется в виду, дальнейшего боя или карьеры, или как? По поводу чего именно? По поводу пресс-конференции, который прошел, в котором он раскрыл сущность некоторых, вот не всех, брат, не всех. У нас очень достойный народ, очень достойные болельщики. Меня лично окружают достойные пацаны, вот, которые не позволяют себе оскорбить, допустим, да, там кого-то. Есть 1-2% людей, которые в маске таких, знаешь, в масках грязных, вот, Руи Хук Доран, Руслан Махкамай, Авшан Журналитян, болельщики недостойнян. Она ухалиора, все как отметит, как она фиконит. Инами бародар, инами последний бой Доробшон Аботов, хай на бой дод нашид бой, а? Шид неки датай комментараш дырмадам, хахоратой рашнавидам, бахадо, амура манам хед, агар руша биним ком бачара, аму да пеши ман наметунам та просто гуфтан, ами гапа, барой чи, барой ки, охи мард боши, хели наменевиси, мард, бги да сообщение да личныш бинавис, да друныш бинавис, куч хели марди ты, допустим, мехе кадан дар кор, неки да сообщение, да комментария, тра ман намедрум, намехну, жавоб наметим, ира медуна прекрасно, будо да сообщение бинавис, например. Ё ам хена меса дами группа спорт интересант дермадем бовар ки 5-6 та ҳақорат ай нахо ҳақорат кунӣ да якумаш ки ту ягон падарши ягон бародари роднойши ягон спонсорши ягон близкиш нести ту просто як зрители хай ҳо мефаҳмидем ки бойдод переживат мени будро ягон наоборот поддержкаш кирд наоборот бинавис ки хай додар ошибкота исправит ки мо боварӣ дорем у бачаку бовар дорем дар следующий бойш 2 баробар зудтар ҷанг мена инами доробам хе мешава Муҳаммад Наимов хай гапои задагишо фаҳмидем аму касатса мена одамое ки ба фикри ман пеши ами бой дагишда бисёр гапои безеб нависагишдан ман медунам гапоро барои бой дидагиш у бразили ихебгирем баъди Муҳаммад 2 боя дасрочид бурид у боецам простой набуд ора аму буфаҳме агар ки разбират намене эмимара лучше ҳичи нанависе кай разбират мене будрои баъд хай ягон чизи соз нависе ягон пожелание и хеле ҳақорат не и хеле шумо маш намене бояд стройка бире я гапои даоҷа хундагим ки бовар ки судьбаи одама мегиранд распределят менанд шумо обычни одами ранги ами мо кор мене зарабат не мо ҳам ҳамун хел старатся менем ки зарабатот кунем парчамбардори миллат шем пешравӣ кунем моро мефора постоянно бибирем не ки ҳамавақт намешава биридан ягон вақт камакак ошибкота бояд буфаҳмӣ поражение мешава дальше пеш мерем иншаллоҳ барои бардоро илтимос ҳақорат накунед дар комментариҳо дар ягон ҷо шуморо мо мебинем баъд хафа не безеб мешава мо ҳам хешид уже як вақт доро ба як кас ҳақорат кардагӣ буд дар чемпионати Европа ҳамун бачаро мо дар шаҳри Самара рафтем дидем ам хе омад доро дурмад гуфтем бачамон ҳақорат кардагӣ дурмад у бача истод бо бахшиш пурсид бо ҷура шид бо сурат гирифт хатиш инам хеле чӣ дар корад бо бахшиш пурсид гуфтем хай хато кардӣ не ки ҳақорат накунед ягон чизи совет бутӣ тамом ҳақорат накунед илтимос и гарен задеват мена мора бахдо задеват мена нахоҳи обычни одаме ки ами обычни одаме ки ягон чемпиони вазми нест будрояд ра ҳақорат кунад дар ҷо туғри мегирам и вообще дар ягони туғри мегирам ҳақорат накунед бо чихе тоҷико ҳақорати сахт менам бародаро вообще сахт ҳақорат мена ягу хелиш بدون خودت گفتی ترامپ با خورد کردگیان با خدا من میخوام چیزا رای کنم نمیشه میگم میخوام انا صدقان گم دوستان ببینین این آدمایی که به معنی هم به تربیت این همگی 3-4% لیکن خیلی سخت میرسه انا 97% بچه‌ها همه دستن 127 شما همه تو ما уверен بچه‌های دستانین تشکر زیاد برای همتون просто я хел вақт агар имкон шуд аму комментария шумо ам дуроен моро муҳофизат кунед гуфти аму гапо ам мода приятно мешавад ки агар кас моро ҳақорат наш мо дуроен защита кунед моро страница ҳамаш фейканд ягон страница хеле лицо хичанаем на ранги мард яке нему мардам тра медрум
не я фейковая страница создавать меня, ведь хакурат от меня, юки гудалит меня сурат шам, хили дау хакуройки, ухай чидар курами. Агар ты хакурат кини бушем сурат тамун, мун хамай номеро тамун шогирдо хатит габ занан. Причина хакурата. Амхене Мухаммад. Машаллах, машаллах. Мефаман. Бехтарин. Спортсмены ки маш менан мефаман. Положение ра. Хай спорт ам хелай. Хама чемпион намече ранги Хабиб. Без поражения намерeva хама. Боракало Давладжон, Великий кашкак пуризиот урок. барои оне ки вақт ёфти дӯсти азизам. Давладжон, худо хоҳад, вот примерно, вот когда ждать тебя в октагоне? Вот ты когда сам заряжен, когда готов, в каком городе ты Иншаллах, хотел выступить? май, июнь. Вот май, если дадут, вот прям я уже сразу начну нормальной, прям готовиться. Если нет, значит в июне дадут. Июнь либо в Сочи будет, либо в Уфе. Если в Уфе было бы хорошо, потому что в Уфе много знакомых, много земляков вообще в Уфе, вот город Уфа. Ну и от Челябинска 400 километров, тут столько машин поедет туда. Не знаю, много, наверное, смотреть поедут ребят. Если в Челябинске его проведут, еще лучше будет. Но в Челябинске навряд ли проведут. Город Челябинск. Кстати, да, вот, смотри, Давладжон, если, допустим, не Апти Бимирзаев, то кто может стать твоим следующим оппонентом? Я уже не знаю, это честно, уже. Ну, там есть же в рейтинге много кто свободных. Вообще, вот, допустим, выше, допустим, ниже. Есть там, есть ребята. Если лига предложит мне из рейтинга топ-10, ну, там, любого там, 6, 7, 8, 9, я просто выберу, скажу, вот с ними я подерусь, потому что я хочу из рейтинга драться уже. Потому что, почему я не дрался с этим бойцом, который, ну, меня вызов бросил. Я сказал, я принимаю твой вызов, но ты пойми, что я в рейтинг выше. Если я тебя сейчас побеждаю, я не поднимаюсь никуда. Если я тебя даже проиграю, я наоборот вниз ухожу. Что толку от этого? Поэтому мне всегда выгодно с выше драться. Это каждому так. И я хочу выше драться, проверить себя. 2 номер, 3 номер, там же все есть. Я бы тоже хотел бы себя проверить с хорошими бойцами. Поэтому из топ-10 выше, вот 10, 9, 8, вот так. С кем-нибудь вот так, короче. Такие дела. Ну, супер. С Да, нетерпением Латман, вот, жду, допустим, короче, если... Асланбек Бадаева, ответ Асланбек Бадаева и Бибулата Магомедова. Жду от них вот прям завтра, послезавтра жду, получается, ответ боя из рейтинга, честно. Что тебе даст победа над Апти? мне Какие карты он рейтинг. раскроет для тебя? Ты будешь претендентом? Нет, я поднимусь выше рейтинга, и потом уже можно будет подняться в рейтинге, драться с 6 номером, 5 номером, 3 номером. Там столько бойцов. Филипп Фройс есть 5 номер вроде. С ним можно подраться. Я и говорю вот так. Даже если предложат, я бы не отказался бы. Просто они мне предложили, на самом деле, естественно, Асланбек предложил бой против Филиппа. Но на замену я не могу идти, так как время было маленький. 3 недели, я за 3 недели не успел бы, наверное. Вот против Филиппа Фройса предлагали мне. Он 4 номер стоял. Против него вышел Али Мардан. Сейчас Али Мардан на его месте. Вот. Хотя Али Мардан в рейтинге не был вообще. И вот сейчас уже на его месте. Вот то же самое может быть. Может быть, 1 номер предложит будет. Видишь, вот так. Все может быть. Поэтому Интересно. я хочу выше. Только выше хочу. Хочу Это на самом доказать, деле что я уже опыт набрал. Просто мне нужен спарринг-партнер. Сейчас, я сейчас найду, подготовлюсь хорошо. И увидите универсального боя. Ладжон, где ты хочешь провести свою подготовку? В Москве? Честно, пока не знаю. Я бы хорошо было бы, если я месяц в Москве, месяц в Дагестане. Только наоборот, месяц в Дагестан, потом в Москву. То есть там месяц, вот. Там месяц, 2 месяца где-нибудь. Подготовка хорошая была. Все, Рахмат Калон Ака, Боши Саламат. Всем тоже большое спасибо. Увидимся в Эйсей. Увидимся в Исей. Хоп, Талман. Саламат. Хоп,